Сотни узбекистанских студентов в казахстанском вузе жалуются на избиение и издевательства со стороны местных соучеников. Администрация университета говорит о бытовом конфликте. Узбекистанские дипломаты взялись защищать своих. Все до сих пор продолжается. Когда мы выходим на улицу, нас избивают и угрожают ножами. Что нам делать? Кто нам поможет? Под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Пользователи соцсетей начали травлю спикера кыргызстанского парламента за плохое владение русским языком. Якобы он владеет языком на уровне ученика 4 класса. Достан Жумабеков получил бы двойку по технике чтения, если бы учился в одном классе с моим сыном. В Таджикистане принят закон о нарушении требований подключения сим-карт. За нарушение гигантский штраф или реальное тюремное заключение. 8,5 тысяч долларов – это 70 средних по стране зарплат. То есть, чтобы выплатить эту сумму, обычному таджикистанцу нужно работать почти 6 лет. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. На угрозы и избиения в казахстанском вузе пожаловали студенты из Узбекистана. Записанное ими видеообращение к властям на родине наделало очень много шума в соцсетях. Студенты одного из вузов в Шымкенте рассказали, что их периодически избивают местные сокурсники. Власти Узбекистана встали на защиту соотечественников. Шолпан Оразбекова с подробностями. Я ни разу не ударил. Вот вы видите, что они сделали. Соцсети гудят. Студент Шымкентского инновационного университета из Узбекистана Сардор Нурбоев просит помощи у властей в Ташкенте. По его словам, местные казахстанские студенты периодически избивают и угрожают учащимся из Узбекистана. Все это длится с начала учебного года. Все до сих пор продолжается. Когда мы выходим на улицу, нас избивают и угрожают ножами. Что нам делать? Кто нам поможет? Студенты говорят, что есть и другие ролики, на которых были засняты избиения и издевательства, но они были удалены по требованию преподавателей. В самом университете конфликт от журналистов скрывать не стали. Ведь о происходящем уже знают узбекские дипломаты, которые, к слову, очень оперативно вылетели к соотечественникам в Казахстан. Однако преподаватели казахстанского вуза произошедшее называют недопониманием и уверяют, что конфликт уже исчерпан. 19 числа конфликт случился из-за непонимания. Между нашими ребятами и узбекскими студентами произошла словесная перепалка. Они друг друга не поняли, но использовали бранные слова, понятные жителям Центральной Азии. Сейчас все расследует полиция. Сами пострадавшие студенты утверждают совсем другое. Это была не просто словесная перепалка, а настоящая драка. И еще через пару дней насилие повторилось. Тогда в полицию увезли 25 человек. Один студент из Узбекистана оказался в больнице. Другие иностранные учащиеся стали подвергаться издевательствам. В их адрес звучат угрозы. Видеообращение появилось как раз после второй драки, когда терпеть уже не было сил. Этот студент просит не показывать его лица, опасается новых проблем. Когда мы ходили по двору, они могли пристать с вопросом, почему не здороваешься. Иногда ловили, били, угрожали и даже вымогали деньги. Однажды даже приставили нож. Но после самой драки ситуация изменилась. Нам обещали, что это больше не повторится. После визита генерального консула Узбекистана за дело взялись и надзорные органы. Сейчас в университете усилена охрана, расписано дежурство педагогов. Регулярно территорию общежития проверяет и патрульная служба. В полиции данный конфликт назвали бытовым, но уголовное дело все же завели. Сейчас ситуация контролируется посольством Узбекистана в Казахстане. Студентам же сообщили, что они находятся под защитой дипломатического представительства. В инновационном университете в Шымкенте обучаются 286 студентов из Узбекистана. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. В Нью-Йорке проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН. В ней участвуют делегации из 196 стран мира. Выступлению глав государств по традиции дал старт генеральный секретарь ООН. Антонио Гутерриш в своей речи обозначил проблемы, стоящие сегодня перед человечеством. Генсек предупредил, что мир может разделиться на два лагеря и назвал это великим разломом. По его мнению, это может произойти из-за двух крупнейших мировых экономических держав, очевидно, имея в виду США и Китай, которые образуют два отдельных и конкурирующих друг с другом мира. Антонио Гутерриш призвал сделать все, чтобы не допустить великого разлома и сохранить универсальную экономику, основанную на уважении международного права и многополярный мир с сильными многосторонними институтами. В этом году с высокой трибуны ООН выступят президенты и главы правительства почти 150 стран. В центре внимания предстоящих дискуссий более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем, от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.
На Генассамблее ООН уже выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свою 18-минутную речь он начал на казахском языке, а главную, по его мнению, часть выступления продолжил на английском. Доклад казахстанского президента по большей части касался геополитических и геоэкономических проблем. Свое видение Токаев обозначил в 4 пунктах: растущее число замороженных конфликтов, отсутствие доверия в отношениях между глобальными и региональными игроками, растущее социальное, экономическое и технологическое неравенство между севером и югом земного шара, а также деградация окружающей среды. У нас есть все основания для беспокойства в отношении сегодняшних геополитических и геоэкономических изменений. Такая ситуация, очевидно, станет сложным испытанием для наших совместных действий по реализации повестки дня до 2030 года. Растущее число замороженных конфликтов и напряженность в разных уголках мира возродили старые разделительные линии и создали новые, поставив мировые державы на грань полномасштабного военного противостояния. В последнем пункте президент Казахстана указал на последствия изменения климата в Центральной Азии. По его мнению, это чревато для региона такими серьезными проблемами, как опустынивание региона, таяние ледников и последующее сокращение источников питьевой и поливной воды. В данной сложной ситуации Казахстан твердо осуществляет политику инклюзивного и устойчивого развития, всестороннего диалога и мирных усилий. Говоря о приоритетах Казахстана в международной политике, Токаев сказал, что его страна продолжит продвигать антиядерные инициативы Нурсултана Назарбаева достижения мира, свободного от ядерного оружия. Есть и наш вклад в это благородное дело. Я назову создание уникальной зоны в Центральной Азии, свободной от ядерного оружия. В ней находится банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Мы приняли резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о Международном дне против ядерных испытаний и недавно ратифицировали договор о запрещении ядерного оружия. Мы все должны твердо выступать за всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Это и есть дорожная карта в более безопасное будущее. Казахстан также настроен на усиление сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и за создание новых таких зон. В конце своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих планах во внутренней политике Казахстана. В этой части доклада президент косвенно попытался объяснить причины общественного недовольства в своей стране. Токаев указал на необходимость проведения политических реформ, однако заявил, что продолжит курс своего предшественника и обозначил новую формулу для политической системы Казахстана. Сильный и дальновидный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство. В то же время следует помнить, что демократия в Казахстане — это продолжающийся процесс, который требует постоянного изучения. Мы постоянно ищем пути совершенствования, опираясь на позитив и учитывая негативный опыт. Я учредил Национальный совет общественного доверия как часть своей повестки, чтобы содействовать конструктивному диалогу между правительством и обществом. А тем временем международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева положить конец задержаниям и начать реформы. В своем заявлении исследователь организации Лора Милс настоятельно рекомендует главе страны пересмотреть законодательство о мирных митингах. Лора Милс, в частности, говорит о событиях минувшей субботы, когда казахстанская полиция задержала в нескольких городах около сотни людей. Она отметила, что власти Казахстана, по-видимому, использовали чрезмерную силу при задержаниях. В частности, полиция жестко обращалась с мужчиной с ограниченными возможностями, которого занесли в автозак с оторванным протезом на ноге. В Human Rights Watch отмечают, что Токаев после досрочных выборов президента заявил о желании ускорить политические реформы и улучшить ситуацию с правами человека. Однако, несмотря на реформаторское послание, реалии в Казахстане остаются прежними. Если Токаев действительно хочет порвать с прошлым опытом Казахстана, с правами человека, он должен стремиться к реформированию закона о протестах и положить конец арестам и задерживанию мирных демонстрантов. Громких заявлений и риторики недостаточно. Я напомню, в минувшую субботу во многих городах Казахстана прошли акции протеста, на которые призывал выйти опальный политик, лидер запрещенного в стране движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. Власти объяснили задержание тем, что граждане вышли на несанкционированные митинги. Международные правозащитные организации регулярно заявляют о нарушении в Казахстане права на мирные собрания и призывали официальный Нур-Султан выполнять обязательства в области прав человека.
Незадолго до выступления Токаева в Нью-Йорке около здания Организации Объединенных Наций выходцы из Казахстана и стран Центральноазиатского региона собрались на антикитайский протест. Демонстранты потребовали освободить узников лагерей политического перевоспитания в регионе Синьцзян на северо-западе Китая и остановить экономическую экспансию Пекина в Казахстан. Казахстанцы высказались также за прекращение реализации в Казахстане совместных с Китаем индустриальных проектов. Они потребовали от властей в Нур-Султане освободить из-под стражи участников антикитайских митингов и высказали за освобождение из местных тюрем граждан, которых правозащитники называют политическими заключенными. Молодые люди также призвали ООН заступиться за этнические меньшинства в Синьцзяне. В руках протестующие держали плакаты на английском языке с призывами к Пекину прекратить убивать мусульман и прекратить убивать казахов. Информация о массовых задержаниях в Синьцзяне уйгуров, казахов, татар и представителей других этносов, в основном исповедующих ислам, и о создании там лагерей политического перевоспитания начала появляться в середине 2017 года. Эксперты ООН и активисты говорят, что по крайней мере 1 миллион уйгуров и представителей других народов принудительно помещены в Синьцзяне в лагеря политического перевоспитания, которые Пекин называет образовательными центрами. В Бишкеке арестовали бывшего сотрудника госохраны, который обеспечивал личный эскорт Алмазбеку Атамбаеву. Подозревают сразу по 3 статьям: организация массовых беспорядков, убийство и злоупотребление должностным положением. Джибек Бегалиева расскажет подробнее. Прежде чем задержать Каната Сагымбаева, руководство Комитета госбезопасности уволило офицера с работы. Официально это объяснили тем, что спецназовец совершил несанкционированный контакт со СМИ, не вернул оружие и не сдал спецтехнику. Однако его адвокат считает, что бывшего сотрудника госохраны отстранили от службы из-за того, что неделю назад он участвовал в съемках поздравительного ролика в честь дня рождения Алмазбека Атамбаева. Вот короткий отрывок с его участием. Временные трудности тоже пройдут. Как вы сами говорили, человеку следует пережить и плохое, и хорошее. Спустя несколько дней сотрудника госохраны задержали и отправили на гауптвахту бишкекского гарнизона. Его защита сообщает, что Сагымбаева подозревают в организации массовых беспорядков, убийстве, злоупотреблении должностным положением во время событий в Койташе в августе этого года, когда правоохранительные органы штурмовали дом бывшего президента Атамбаева. Сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев на тот момент охранял Алмазбека Атамбаева. Приказа в отношении Сагымбаева не было, чтобы он снялся, допустим, с охраняемого объекта. Возможно, мы не знаем. Возможно, этот приказ был по телефону на тот момент, когда был уже штурм в доме Атамбаева. И это тоже придется следствию выяснить. И интересный факт выходит о том, что какую роль сыграл здесь Канат Сагымбаев. Сам Артур Медетбеков является членом спецкомиссии, которая расследует августовские события в Койташе. На вопрос, могут ли власти наказывать офицера за исполнение своих обязанностей, бывший глава спецподразделения «Альфа» напоминает о других сотрудниках госохраны. Их судили за то, что они защищали руководство страны во время последней революции в 2010 году. Тогда на улицах Бишкека погибло более 80 человек. Когда сотрудники службы государственной охраны, сотрудники спецподразделения «Альфа», которые защищали конституционный строй, и многие были подвергнуты к аресту. И в окончательном итоге суд поставил вердикт, практически всех оправдав, но осудив 2 сотрудников. В данном случае схожая ситуация, но тогда они защищали действующий конституционный строй и действующего президента. А в данном случае в отношении Атамбаева у него лишили иммунитет экс-президента. Генеральная прокуратура пока не дает никаких комментариев по этому делу. Возможно, некоторые его детали станут известны во время очередного заседания специальной комиссии, которая расследует обстоятельства задержания ныне опального бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При штурме его резиденции погиб 1 спецназовец и тяжело был ранен другой сотрудник МВД. Спикер кыргызстанского парламента оказался в весьма неудобном положении. Дастан Жумабеков накануне принял участие в совещании спикеров стран Евразии. Оно прошло в столице Казахстана Нур-Султане. Кыргызстанский парламентарий выступал на русском языке. В социальных сетях его спич наделал много шума. Почему, расскажет Сергей Хиршвельд. Возмутило пользователей кыргызского сегмента соцсетей не содержание, а техническое исполнение. Спикер говорил не от себя, а читал заготовленный русский текст с листа. И даже при этом много запинался, часто произносил слова по слогам, делал нелепые ошибки. Местами казалось, что ему просто не хватает воздуха. Возможно, он переволновался. Уважаемые участники совещания, под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений
выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечно, метод развития государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Большинство постов в соцсетях были негативного характера. Пользователи посчитали, что спикер опозорил не только лично себя, но и все государство. Его даже сравнивали со школьником, который только учится читать. Достан Джумабеков получил бы 2 по технике чтения, если бы учился в одном классе с моим сыном. Наверное, русскому языку спикера Достана Джумабекова учил учитель русского языка Сааранбай Джиинбеков. Он эту половину страницы текста перед сном хотя бы несколько раз от души перечитал бы, порепетировал бы, чтобы не запинаться, не говоря об интонации. Позорно выставил страну перед мировым сообществом. Вот уровень нашей власти. Были у спикера и защитники. Мол, русский язык не его родной, так что судить строго не стоит. Нормально он выступил, в меру знания русского языка, на пустом месте хайп. Хотя некоторые высказали мнение, что и с родным кыргызским языком у Джумабекова проблемы. Сейчас идет обсуждение, что Жумабеков не умеет говорить по-русски, значит, он безграмотный. Да, он безграмотный и на кыргызском языке. Давайте не определять образованность человека уровнем знания русского языка. Журналисты информационного агентства 24KG даже провели небольшое исследование. Они пришли к выводу: спикер парламента читает на уровне ученика 4 класса. В минуту он осилил 98 слов. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане принят закон о нарушении требований подключения сим-карт. За нарушение гигантский штраф или реальное тюремное заключение. $8,5 тысяч – это 70 средних по стране зарплат. То есть, чтобы выплатить эту сумму, обычному таджикистанцу нужно работать почти 6 лет. Мы продолжаем нашу программу. Торговцы Ошского рынка в Бишкеке устроили пеший марш в знак протеста против, по их мнению, произвола арендодателей. Они дошли до столичной мэрии и потребовали встречи с градоначальником. Реализаторы пожаловались, что администрация одного из торговых центров хочет выжать их из здания, им отключили свет, а администрация отказывается продлевать срок аренды торговых точек. Дело в том, что на месте торгового центра планируется построить новый торговый комплекс. При этом, по словам протестующих, за участок, на котором стоит здание нынешнего торгового центра, владельцы платят мэрии около 2 миллионов сомов в год. При этом за аренду торговых мест администрация получает 4 миллиона сомов каждый месяц. Мэр пообещал разобраться в ситуации и подключить торговый центр к электричеству в течение недели. В случае, если власти не выполнят свое обещание, предупреждают торговцы, они готовы пойти на митинг к зданию аппарата президента и требовать, чтобы рынок сделали муниципальным. В прокуратуре нам дали сведения о том, что вот это новое строящее здание строится с большими нарушениями. Что проект был получен, а разрешение на строительство еще не получено, а они уже 3-й этаж построили. Теперь о событиях в Таджикистане. От 2 до 3 лет заключения или штраф в $8,5 тысяч грозит гражданам Таджикистана за передачу обычной мобильной сим-карты третьему лицу. На сайте Министерства внутренних дел Таджикистана опубликовали закон о нарушении требований подключения сим-карт к сети и передачи их третьим лицам. А значит, с этого дня он вступил в силу. Теперь тех, кто передал свою сим-карту злоумышленникам, а ее позже использовали для совершения преступления, ждет строгое наказание. Подробности расскажет мой коллега Анушер Ванарипов. $8,5 тысяч – это 70 средних по стране зарплат. То есть, чтобы выплатить эту сумму, обычному таджикистанцу нужно работать почти 6 лет. Именно такой штраф полагается отныне за передачу сим-карты своим близким или знакомым. Конечно же, только в случае, если сим-карта использовалась для нарушения закона. Альтернатива штрафу – тюрьма. Закон о сим-картах был подписан президентом Таджикистана еще в июне этого года, но вступил в силу накануне, после публикации на веб-сайте Министерства внутренних дел страны. Незаконное подключение сим-карты к телекоммуникационной сети или передача сим-карты пользователям другому лицу, если сим-карта используется для совершения террористического или экстремистского преступления, наказывается штрафом в размере от 800 до 1500 расчетных показателей или лишением свободы от 2 до 3 лет. Юристы недоумевают. Закон откровенно сырой, особой нужды в нем нет. Владельцы сим-карт обычно дают их родственникам, несовершеннолетним детям или пожилым родителям, которые вряд ли станут правонарушителями. Так что случаи передачи сим-карт посторонним единичны и вполне подпадают под другие статьи Уголовного кодекса страны. Например, того, кто отдал свой номер преступнику и был в курсе совершаемого преступления, можно привлечь как пособника. Не было особой необходимости в принятии данного закона,
потому что сим-карта как бы может быть каким-то образом там утеряна, да, у человека или похищена там другим каким-то образом. Если человек осознанно содействует там терроризму, то есть отдельные статьи Уголовного кодекса там, других вот этих законов, касающихся вот этой области терроризма, то в любом случае человека можно привлечь, если он как-то вовлечен в эту деятельность. Непонятные формулировки в законе, отсутствие объяснений того, как будет доказано преступное намерение владельца сим-карты, то есть соучастие и мотивы, делают закон просто бесполезным, говорят специалисты. Все, что связано с сим-картами, в Таджикистане находится под жестким контролем властей. До февраля 2020 года все сим-карты должны быть перерегистрированы на новые ID-паспорта, иначе они будут отключены. Каждый гражданин может иметь не более 2 номеров на свое имя, а несовершеннолетние могут купить симку только после получения паспорта, то есть в 16 лет. Все эти меры власти объясняют обеспечением безопасности страны, а эксперты – усилением контроля за населением. Некоторые жители города Арысь на юге Казахстана, дома которых пострадали при взрывах боеприпасов на военном складе, в июне заявляют, что их жилье до сих пор не отремонтировали. Некоторые семьи, по словам арысцев, вынуждены ночевать на улице. 20 сентября несколько человек пришли в администрацию города и потребовали поскорее завершить восстановительные работы. Айнур Алимов продолжит. Это все, что сделали за 3 месяца. Жителя Арыси Галымжана Жаулыбаева не устраивает качество ремонта. Его дом пострадал из-за взрывов боеприпасов на военном хранилище в июне. Спустя почти 3 месяца жилье так и не восстановили. Крышу закрыли как попало. Мы залезли наверх, проверили, а гвозди в доске не забиты. Гвоздь можно вытащить рукой. Подняли шум и заставили вскрыть крышу. Вскрыли, заново укрепили рейками и стропилами. Галымжан и несколько других жителей, недовольных качеством и темпами восстановления их домов, пришли в пятницу в акимат Арыси. Они потребовали поскорее завершить ремонт. Не можем починить после взрывов. Сколько уже ходим. Приходят и уходят, никаких результатов. Стекла разбиты, шифер на крыше разбит. Когда пошел дождь, мы закрыли железом. Собравшихся у здания администрации глава города пригласил в акимат. Аким Мурат Кадырбек говорит, что 99% из 8 тысяч домов, пострадавших от взрывов, полностью отремонтировано. По акту повреждений у соседа разрушена вся крыша, поэтому мы ее полностью снимаем и делаем крышу. Если стены разрушены, делаем стены. Сосед это видит и требует, чтобы у него провели такие же работы. Но средства по требованию закона выделяются на устранение последствий чрезвычайной ситуации, только на восстановление ущерба. Поэтому, если 25% крыши пострадало, эти 25% подлежат замене. Если больше, тогда крыша меняется целиком. 24 июня на военном складе в Арыси произошел пожар. Сдетонировали боеприпасы. Население вынуждено было эвакуироваться из города, который оказался под артиллерийским обстрелом. Погибли, по официальным данным, 4 человека. Сотни получили ранения. Из-за взрывов пострадало 85% домов. Власти обещали восстановить их за счет государства. Совсем скоро должна начаться встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президенты США и Украины находятся в центре большого политического скандала после серии расследований об их телефонном разговоре. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия в разговоре с Зеленским. Минюст США уже опубликовал транскрипт этой беседы. После этого в Конгрессе США началась процедура импичмента Дональду Трампу. Телеканал «Настоящее время» будет вести спецэфир со встречи двух лидеров. Не пропустите. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго, до встречи.